О, зарплата пришла, отлично. А почему сумма меньше? Налоги, соцфонд, еще что-то непонятное. И зачем вообще это нужно платить? Кажется, что это сложно, непонятно, а иногда и вовсе несправедливо. Многие мигранты думают: я здесь временно, зачем мне эти налоги? Лучше сэкономлю. Или мой работодатель сам все платит, я не должен об этом думать. Но так ли это на самом деле? И что будет, если не платить? Здравствуйте, меня зовут Биоджар Абдыкадырова, я эксперт по финансовой грамотности с 30-летним опытом работы, и это уже 6-е видео специальной серии выпусков для трудовых мигрантов из Кыргызстана. Мы с вами уже разобрали, как подготовиться к миграции с финансовой точки зрения, как планировать бюджет, как защититься от мошенников, где искать достоверную информацию и как выбирать финансовые услуги. А если вы пропустили, то все ссылки в описании к видео. Сегодня мы поговорим о теме, которая вызывает, пожалуй, больше всего вопросов и страхов – о налогах. И найдем ответы на вопросы. Какие налоги надо платить за рубежом и на родине? Какая личная выгода для вас есть от уплаты налогов и пенсионных отчислений? И как можно вернуть часть уплаченных вами денег? Если вы работаете в России, Корее, Европе, Британии или США, тогда это видео для вас. Мы разберем все по полочкам, простым языком, с примерами из жизни. Готовы? Тогда поехали! Прежде чем разбираться в этом вопросе, давайте определимся, что вообще это такое налоги. Если говорить просто, то налоги – это деньги, которые мы отдаем государству из своих доходов или от стоимости домов, квартир, машин и другого имущества. А социальное отчисление – это уже совсем другое. Тоже обязательные платежи, но они идут не на общие нужды государства, а на вашу личную социальную защиту, на будущую пенсию, на медицинское обслуживание, на, допустим, пособие по безработице или по болезни. Если говорить образно, то налоги – это то, что вы отдаете в общий котел, из которого государство строит дороги, школы, платит зарплаты врачам и финансирует армию. Этот котел общий для всех, и вы не можете выбрать, на что именно пойдут ваши деньги. А социальное отчисление – это как ваша личная копилка, которую вы пополняете, чтобы потом, когда понадобится, получить из нее поддержку. Немного истории. Налоги не всегда существовали в виде обязательных платежей, как сегодня. Сначала это были своего рода подарки властителю, потом пожертвования по его просьбе на нужды государства. И только потом принудительно взимаемые суммы. Первые налоги появились в ранних государствах, когда в пользу властителей взималась так называемая десятина. Это практиковали в различных странах на протяжении многих столетий, от Древнего Египта до средневековой Европы. Но самым первым государством, в котором налоги были закреплены законами, был Древний Вавилон. Почти 4000 лет назад царь Хаммурапи ввел для своих подданных обязательные подати – своеобразный налог с имущества, который уплачивался в денежной или натуральной форме. Это могли быть животные, продукты, изделия. Причем подати платили свободные землевладельцы и ремесленники. И не только в царскую казну, но и в казну местной знати. Сбором податей занимались царские чиновники. А государство в ответ обязалось защищать интересы плательщиков налогов. К сожалению, часто к налогам относятся как к какому-то злу. Есть даже выражение «неизбежны две вещи – смерть и налоги». Это сказал Бенджамин Франклин. Его портрет вы видели на 100-долларовой купюре. Так зачем же нам платить налоги? Представьте, что вы живете в большом многоквартирном доме. Чтобы в доме было чисто, работал лифт, горел свет в подъезде и двор был ухожен, каждый жилец ежемесячно сдает деньги на общедомовые нужды. Если кто-то не платит, то рано или поздно начнутся проблемы. Мусор не вывезут, лифт сломается, в подъезде будет темно. То же самое и с государством. Налоги – это своего рода общедомовые нужды страны. Это деньги, которые идут на строительство дорог, больниц, школ, на поддержание порядка и безопасности. Это то, чем пользуемся мы все.
Когда граждане, то есть мы с вами, и компании платят налоги, они вносят свой вклад в развитие страны. Как говорил шотландский экономист и философ Адам Смит, налоги для плательщика есть показатель свободы, а не рабства. Но помимо общественной пользы, уплата налогов имеет очень конкретную личную выгоду для каждого из нас, особенно для трудовых мигрантов. Во-первых, это ваше официальное подтверждение дохода. Зачем оно нужно? Например, для получения визы в другую страну, для оформления вида на жительство, для получения гражданства. Без подтвержденного дохода вы просто не сможете доказать свою финансовую состоятельность. Во-вторых, и я уже сейчас говорю о социальных выплатах, они обеспечивают вашу защиту, пенсионное отчисление, медицинскую страховку. Вы же не хотите остаться без медицинской помощи в чужой стране или без пенсии на старости лет. В-третьих, это ваш правовой статус. Легальная работа и уплата налогов делают вас полноправным участником общества, защищенным законом. Это снижает риски депортации, штрафов и других проблем с властями. Итак, вернемся к современному пониманию налогов. Их должны платить все, кто зарабатывает или живет на территории той или иной страны. Это могут быть как граждане этих стран, так и иностранцы, включая трудовых мигрантов. Обратимся к эксперту. Добрый день, дорогие соотечественники. Хотела коротко вам о налогах. Так как граждане Кыргызстана, осуществляющие свою трудовую деятельность в других странах за пределами Киргизской республики и платят, соответственно, от полученных в той или иной стране доходов налоги в соответствии с законодательством той страны, в которой осуществляется трудовая деятельность. В Кыргызстане с этих полученных доходов никакие налоги не взимаются. Ну а что же на родине? На родине по налогообложению подлежат объекты недвижимого имущества, которые принадлежат гражданам Кыргызстана на правах собственности. Если вы обладаете таким имуществом, то вы обязаны платить налог на имущество в Кыргызстане. Еще хотела коротко вам сказать о стаже. Да, стаж работы граждан Кыргызстана, официально трудоустроенных в других странах, в том числе странах ЕАЭС, может быть учтен при начислении пенсий в Кыргызстане. Это возможно благодаря межгосударственным соглашениям о пенсионном обеспечении. Поэтому настоятельно рекомендую вам при истечении срока ваших трудовых отношений или возврата в Кыргызскую республику взять все соответствующие документы, подтверждающие вашу трудовую деятельность в той или иной стране, величине заработка и отчислениях, произведенных от начисленной заработной платы или других доходов. Справки эти даются, берутся они очень легко, поэтому лучше их взять по окончанию срока вашей трудовой деятельности в той или иной стране. Спасибо, Ольга Анатольевна. Добавлю, продолжая слова нашего налогового эксперта, что для трудовых мигрантов важным является понятие налогового резидента и налогового нерезидента. Налоговое резидентство – это не то же самое, что гражданство. Вы можете быть гражданином Кыргызстана, но налоговым резидентом другой страны. Что это значит? Налоговый резидент – это человек, который постоянно проживает в определенной стране и, соответственно, платит там налоги со всех своих доходов, где бы они ни были получены. Обычно, чтобы стать налоговым резидентом, нужно прожить около полугода в стране, но в каждой стране это по-разному. Если вы прожили в стране миграции больше этого срока, то вы, скорее всего, стали ее налоговым резидентом. И это важно, потому что налоговые резиденты и нерезиденты часто платят налоги по разным ставкам. Как правило, для нерезидентов ставки выше. Например, в России для нерезидентов подоходный налог составляет 30%, а для резидентов 13%. Чувствуете разницу? Это огромная экономия. Но еще бывают различные соглашения между государствами о налогообложении граждан друг друга. Например, наши граждане платят в России налог в размере 13%, независимо от того, являются ли они налоговыми резидентами или нерезидентами. Еще между странами бывают соглашения
об избежании двойного налогообложения, так называемый СДН. Список стран, с которыми у Кыргызстана есть СДН, будет в гайде в описании к этому видео. Или вы можете написать в комментарии слово «гайд», и я вам его вышлю. Кроме налогов, граждане платят и социальные взносы. Как мы уже говорили, это отчисления на вашу социальную защиту. Они идут на пенсию, на медицинскую страховку, на другие социальные нужды. Эти социальные взносы часто обязательны и дают вам право на получение пенсии, пособий, медицинских услуг. Важно понимать, что в разных странах требования к социальным взносам для мигрантов могут отличаться. Например, медицинская страховка обязательна практически везде, а вот пенсионное отчисление не всегда. Аналогично СДН, у Кыргызстана есть соглашение еще и по признанию пенсионных накоплений. Это означает, что вы можете получать в Кыргызстане пенсию за счет отчислений, которые вы в свое время платили, работая в указанных в списке странах. Этот список будет в гайде в описании к этому видео. Еще один плюс от того, чтобы платить все налоги полностью и в срок, как на родине, так и в трудовой миграции, это возможность получать возврат части уплаченных налогов. Но мы подробно обсудим это дальше. Я изучила вопросы налогов и социальных отчислений, которые должны платить трудовые мигранты в странах, куда чаще всего ездят кыргызстанцы, и пришла к выводу, что условно трудовых мигрантов из Кыргызстана можно разделить на следующие категории. Первая категория – едут в трудовую миграцию и работают в стране пребывания без трудового договора и других документов, не платят налоги и социальные взносы. Больше всего уязвимы, так как могут понести наказание за то, что получали доход и не платили налог, пенсию не получат, даже если работают в стране, с которой у Кыргызстана есть соглашение о признании пенсионных накоплений. А в некоторых странах не смогут даже получить минимальную медицинскую помощь. Вторая категория – едут в трудовую миграцию и работают там, полагая, что их работодатель платит с его зарплаты все налоги и социальные выплаты. Но на самом деле это не так. А проверить это они должным образом не могут, потому что не подготовлены, не обладают знаниями и не знают, как это проверять. Уязвимы так же, как и мигранты из первой категории. Третья категория трудовых мигрантов – это те, кто едет в трудовую миграцию и работает там, полагая, что их работодатель платит с его зарплаты все налоги и соцвыплаты. И это на самом деле так. Мигрант способен удостовериться в этом, потому что подготовлен, смотрит наши видео, ищет, читает и знаком с информацией сайтов госслужб Кыргызстана и страны миграции. Защищен лучше, чем мигранты из второй и первой категории. Четвертая категория – едут в миграцию и, так как очень хорошо разбираются в налогах и социальных взносах, имеют возможность не только работать как наемные работники, но и вести бизнес и извлекают все возможные выгоды от своих знаний. Проверьте свою ситуацию незамедлительно. Незнание закона, к сожалению, не освобождает от ответственности, и налоговые органы могут начислить вам штрафы за просрочку или неуплату. Поэтому очень важно разобраться в этом вопросе и платить все вовремя. Во всех странах налоги работников делятся на основные группы. Первое – это подоходный налог, второе – это не налог, но это тоже обязательные платежи, социальные взносы, и третье – это местные налоги. Тут в разных странах по-разному. Давайте обсудим детали. Подоходный налог – это налог, удерживают зарплаты. Как правило, работодатель сам перечисляет его в налоговую. В США он называется Federal Income Tax, в России НДФЛ – налог на доходы физических лиц, в Германии Einkommensteuer, в Корее Income Tax. А социальные взносы – это отчисления в пенсионные и медицинские фонды. Они тоже обязательны, и их оплата дает вам право на пенсию, пособия и медицинскую страховку. Местные налоги, например, муниципальный налог, local tax в Великобритании или Германии. Если вы самозаняты или работаете по контракту, вы должны платить все налоги сами. Это важно, не откладывайте на потом. А теперь самая приятная часть – как можно вернуть часть своих налогов.
Да-да, вы не ослышались. Во многих странах существуют налоговые льготы и вычеты, которые позволяют вам вернуть часть уплаченных налогов или заплатить меньше. Это своего рода бонусы от государства за то, что вы честный налогоплательщик. Давайте рассмотрим несколько примеров. В США. Здесь можно получить стандартный вычет на детей и иждивенцев. А по итогам года многие мигранты получают возврат налога, tax refund. Есть даже бесплатная программа помощи в подаче деклараций. Германия. Вы можете получить вычет за расходы на жилье, обучение, транспорт. И так же, как и в США, вернуть часть налогов через налоговую декларацию. Россия. Здесь предусмотрены вычеты за обучение, лечение, покупку жилья в ипотеку. Такие же вычеты есть и в Кыргызстане. Южная Корея. При выезде из страны можно получить частичный возврат пенсионных отчислений. Кыргызстан. На родине также есть налоговые льготы, например, при покупке недвижимости или ведении сельского хозяйства. Также есть вычет, как я уже ранее говорила, за обучение и покупку жилья в ипотеку. Важный момент. Чтобы получить эти вычеты, вам, скорее всего, придется подать налоговую декларацию. Даже если вы не обязаны ее подавать, сделайте это, если хотите вернуть часть уплаченных налогов. Это не так сложно, как кажется, и в каждой стране есть свои ресурсы и службы, которые помогут вам в этом. Не упускайте возможность вернуть свои деньги. И поверьте, это все работает. Просто многие наши люди не верят и не пользуются этими возможностями. По сути, выкидывают деньги, которые по праву их. Если хотите подробнее про конкретные льготы и вычеты у нас в стране, пишите в комментарии «Хочу налоговые льготки», и я подготовлю отдельное видео с конкретными инструкциями, что писать, как заполнять и куда относить. Очень важно регулярно проверять, нет ли у вас задолженности перед государством. Это как проверять баланс на телефоне. Лучше знать заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. В каждой стране есть свои официальные ресурсы для этого. Я собрала для вас список самых популярных. Список сайтов соответствующих органов в странах, популярных среди кыргызстанских мигрантов, тоже есть в гайде. Ссылка на его скачивание в описании к этому видео. Итак, вы зашли на сайт, нашли свои данные и увидели, что у вас есть задолженность. Или, что еще хуже, налоговая сделала ошибку. Что делать? Главное, не игнорируйте. Чем дольше вы ждете, тем больше будет штраф. Если у вас есть долг, свяжитесь с налоговой службой. Вы можете написать заявление о рассрочке платежа или объяснить ситуацию. В некоторых случаях, например, в Кыргызстане, можно даже подать заявление на списание штрафов. Если же вы уверены, что налоговая ошиблась, смело требуйте исправления. Для этого всегда сохраняйте все справки, чеки, квитанции, любые документы, подтверждающие ваши доходы и уплаченные налоги. Это ваша защита. Еще раз повторюсь, это все работает. Я лично не раз отстаивала свои права. Да, иногда это утомительно, но мы говорим о деньгах. О ваших деньгах. В завершении нашего разговора несколько важных советов и напоминаний. Во-первых, проверьте, кто за вас платит налоги, вы или работодатель. Убедитесь, что все отчисления производятся вовремя и в полном объеме. Во-вторых, сохраняйте все документы, справки о доходах, квитанции об уплате налогов, трудовые договора. Все это может пригодиться в будущем. В-третьих, зарегистрируйтесь в налоговой системе как в стране миграции, так и на родине. Это даст вам доступ к информации и возможность управлять своими налогами онлайн. В-четвертых, не верьте тем, кто обещает уход от налогов. Схемы уклонения от налогов могут привести к серьезным проблемам, большим штрафам, депортации и даже уголовной ответственности. Налоги и соцотчисления – это не просто обязательства. Это ваша защита, ваша пенсия и ваш правовой статус. Делитесь этим видео с друзьями. Многие даже не знают, что можно вернуть налоги или проверить долг онлайн. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. А оно будет о том, как адаптироваться к экономическим переменам и менять свое финансовое поведение в кризис. И не забудьте посмотреть мои бесплатные вебинары, где мы подробнее разбираем вопросы из этого и других видео. До встречи в следующем выпуске. Берегите себя.